Давайте! Давай! Давай спускайся! Нет! Если собаки, отпиздай буду! Честно, давай! Куда? Да я беру! Там еще кто-то есть? Нет, я нет. Я не знаю, это мы соседи, может, там, ребят. Выходи на улицу. Давай на улицу, выходи. Так, спускайся вниз, спускайся вниз. Все там? Там уже не зайти. Еще есть. Кто? Мокрую тряпку принесите. Мокрую тряпку принесите. Мокрую тряпку кто-нибудь принесите. Полотенце или что-то. Давайте быстрее. Поступил вызов от дежурной части, что по улице Морозова, дом 128, начался пожар на 5-м этаже. Ну, мы сразу выдвинулись, подъехали и с 5-го этажа видим, уже огонь идет с квартиры. Недолго думая, побежали на 5-й этаж. На 4-м этаже нас встретила девушка и сказала, что на 5-м этаже остались люди. Когда мы ее открыли, только увидели черный дым. Он сказал, ничего не вшив. А дым по какой уровень примерно был? Полностью. Да. Там где-то, может, на полметра от пола только видимость была большая. Здесь мужчина находился, хозяин квартиры, где начался пожар. Мы его на лестничную клетку сюда, и потом услышали крик о помощи. Практически ползком мы пошли вот в эту комнату. Здесь мужчина стоял, на пол лежал. Показал, что женщина лежит. Просил помочь. С двух сторон женщину подхватили и понесли к выходу. Мы сюда девушку положили, была без сознания. Так как она надышалась угарным газом, как она пришла в сознание, мы поднялись за мужчиной, за хозяином квартиры самого. Он был в сознании, но не понимал, где находится вообще. То есть вы просто, грубо говоря, путь направили, да, к выходу, да? Мы его взяли под руку и спустили тоже на 4-й этаж. Свой поступок я не считаю геройским, на моем месте так поступил бы каждый. Спала. Услышала, что в соседней комнате девочка кричит: папа, пожар.